Имя Юнуса Абдулшаидова в республике знают многие, по крайней мере те, кто хоть немного изучал историю страны времен Великой Отечественной. В честь советского солдата в селе Сагунты мечеть, школа и улица за заслуги перед Отечеством названа в его честь. О былом Юнус помнит, как сегодня, причем до мельчайших подробностей. كيف دريكوي كيف دوغش خينا خلاص كيف أنت ليش دي لا سجلت لأرود ديالي كيف دوغش وعدي وجد شيء دياله يوضع كيفش تا كبر دي زود يعدياله أوتوت يليل وشو صلدا تشير سأوتوت يعدياله إذا كيف دوغينا شيء ديال تا كاي وغيرت دي مسوينا هلا سو بريستافيت بير نقرادر بريستافيت بير شغال كراسي أوردر كراسي زوجي أوردر يلا سول هاريوساي أوردر ديال. Его силе воли и трудолюбию позавидует любой молодой. Несмотря на свои 95 лет, Юнус ведет активный образ жизни. Каждый день ветеран заглядывает в сад. Его он развел еще в юности. Так что для него это не просто любимый уголок, но и история. Своей жизнью Юнус Абдулшаидов доволен. Есть большая семья, дети, внуки и правнуки. А главное – внимание со стороны руководства республики. По словам ветерана, такую заботу и уважение к пожилым людям, которые оказывает сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров, он раньше никогда не наблюдал. دائم أولش دشيق أبيلا بقينا دا دي البورصة دي سنة ديون وهو ما داتش بقينا لورش خلبيزة سو ديون تار ديون وين هر بوصل ديون متخلاتيلة هر ريسبوبليكا متخلاتيلة سار ديك ديون خاي يوقش دوي سير ديون سي بيسر داش عاش ببيز وي. Неоспорим тот факт, что именно благодаря своему лидеру чеченский народ продолжает многовековые традиции, когда уважение, почитание старших было превыше всего. Вопрос заботы о пожилых в республике стоит на первом месте. В этом направлении руководство региона проводит большую работу. Практически каждая инспекционная поездка главы по районам, посещение объектов не обходится без его встречи с пожилыми жителями, старейшинами. Помимо государственных программ оказывается индивидуальная помощь. Благотворительные акции организовывает и региональный общественный фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Выделяют деньги на лечение. Малоимущим пожилым строят новое жилье. Оказывать внимание призваны и коррекционные центры социального обслуживания населения, которые предоставляют целый спектр услуг, начиная от уборки помещений, оказания медицинской и психологической помощи, покупки, доставки продуктов питания, погашения задолженностей по ЖКУ и заканчивая доставкой пенсии. Вот и сегодня бригада социальных работников выезжает к вдове ветерана Великой Отечественной войны с продуктами питания и цветами. Масло, рис, сахар, чай. Такую помощь с продуктами пожилые, инвалиды, одинокие, нуждающиеся получают каждый день. В доме Сет Маашевой, как и для сотен таких же, как она, бригады социальных работников – частые гости. Они и уборку сделают, и кушать приготовят, и здоровье проверят. Женщина нуждается в постоянном внимании, поэтому такая помощь для нее огромная поддержка. Центров, которые оказывают надомно-бытовые услуги в республике 18. Все пожилые люди, состоящие у них на учете, в полной мере получают как материальную, так и надомную помощь. Комплексными центрами обслуживается более 4000 граждан преклонного возраста. Обслуживается также более 6000 инвалидов различных заболеваний. Также хочется отметить, что в республике действует 2 стационарных учреждения. Это Алпатовский социально-оздоровительный центр, на обслуживании которого находится свыше 50 человек, и Шалинское учреждение, в котором имеется отделение геронтологии и отделение милосердия. Такая забота со стороны руководства не проходит незамеченной. Это подтверждают результаты социологического опроса, проведенного информационно-аналитическим центром «Российский пенсионер». Социологи задали пенсионерам вопрос, счастливы ли они. В Чечне на него ответили положительно 88% опрошенных пенсионеров. Такие результаты неудивительны. Забота о старших – один из главных обычаев у войнахов. На примерах заботы и уважения старших воспитал своих детей и Юнус Абдулшаидов. Сыновья ветерана сегодня передают наставления отца и матери уже своим детям.
Devejribu istiya, devejri, nen vejribu yurta. Duq beş bek gerger bu, şer bek halmelki in, düz halmelki in, iştki in, bu kuvvemeliyil, halkin işte yakın şeyna. Hoyuk erta, das vakitna vatskı, bakınç bandur, das vakitna vatskı yok, volella vatskı. Как говорится, мир и благополучие в том обществе, где в первую очередь заботятся о детях и пожилых. И эту заботу старшее поколение чеченцев, отцы и матери, бабушки и дедушки ощущают на себе благодаря чуткости и вниманию руководства Чечни, которое делает все, чтобы они познали только радость и счастье. Елена Халидова, Магомед Сулейманов и Ислам Самаев. Новости 7.